Исполнительный директор Российского библейского общества Анатолий Руденко и руководитель Санкт-Петербургского отделения РБО Вадим Жижин посетили Владикавказскую епархию. В Северную Осетию сотрудники Российского библейского общества прибыли в связи с реализацией проекта по переводу Библии на осетинский язык. По словам Анатолия Руденко, процесс перевода завершен. Российское библейское общество объявляет о сборе средств на издание Священного Писания. Как я уже сказал, перевод закончен, сейчас идет допечатная подготовка, и мы начинаем сбор средств на издание Библии, потому что нужны средства на типографию, на бумагу, на транспортировку, на печать, то есть чтобы она, так сказать, появилась в такой физической форме. И пока на это денег нет, мы обращаемся к людям, к благотворителям, с тем, чтобы тысячестолетие крещения Осетии было не только таким громким и, так сказать, и благолепным, и торжественным, но чтобы оно было и внутренне содержательным, и содержало еще заряд для дальнейшего развития и языка осетинского, и осетинского общества, и республики в целом, так сказать, во всех аспектах ее развития. Потому что, в конце концов, Господь благоволит к тому, кто слушает и руководствуется Его Словом. И это залог благоденствия республики в целом. Я в этом уверен. Проект по переводу Библии на осетинский язык продолжался почти 20 лет, с 2002 года. За это время специалисты из Осетии, задействованные в процессе, участвовали в различных семинарах, обучали в Санкт-Петербурге на курсах древнееврейского языка при РБО. Перевод уже называют уникальным. А что это перевод? Смысловой. Во-вторых, это перевод непосредственно с древнееврейского и с древнегреческого оригиналов, то есть это перевод не вторичный. Были времена, так сказать, когда Библию на языки народов и России, не только России, переводили, то есть, допустим, с синодального. Участники перевода Библии на осетинском языке, они прошли специальную подготовку, изучали древнееврейский язык. Они пользовались услугами лучших, так сказать, консультантов, ученых мирового уровня. И уровень их подготовки очень высок. Вместе с тем мы старались привлекать также и людей харизматичных, литераторов, которые могут не только понять текст, но и ясно и ярко его выразить. И эти люди, по крайней мере, некоторые из них известны в республике. То есть это лучшие, скажем, творческие силы, и лучшие научные силы, и лучшие творческие силы привлекались к этому проекту. Проект перевода и подготовки Библии на осетинском языке к изданию осуществляется по благословению архиепископа Владикавказского Иланского Леонида. Как отметил Анатолий Руденко, специалисты РБО работают в тесном контакте с правящим архиереем, учитывая его замечания и рекомендации. Уже известно, что в оформлении Библии на осетинском языке будут использованы Аланский крест и национальный орнамент. И важно, конечно, что этот перевод и издание происходит по благословению владыки Леонида. Мы поддерживаем контакты и советуемся и рекомендации выполняем. По заверениям руководителя РБО, Священное Писание на осетинском языке выйдет к знаменательной дате в любом случае. Однако количество и качество исполнения будут зависеть от собранных средств. Издание Библии на осетинском языке приурочено к 1000-столетию крещения Алании, которое будет праздноваться на государственном уровне в 2022 году. Пресс-служба Владикавказской епархии.